Слово предоставляется герою социалистического труда, лауреату Государственной премии СССР, главному геологу Южно-Якутской геолого-разведочной экспедиции, товарищу Каримовой Саиме Софиевне. Дорогие товарищи, геологи, разведчики недр республики. В общем-то, все мои сверстницы уже, они все уже бабушки, они все ушли на пенсию и сидят. И каждый раз в открытке спрашивают: ты все еще работаешь? Ну, а мне кажется, природа очень несправедливо построила жизнь. Человек, когда набирает большой опыт, большие знания, оказывается, надо уходить на пенсию. И мне кажется, а что дальше же будет? Роль бабушки? Ну, знаете, в общем-то, работая на такой работе, ну, я как-то не совсем представляю себя в роли бабушки. И часто вспоминаю тот фильм, где Пляц с Раневской играют. Называется фильм «А дальше тишина». Ну, вот так вот, если отвлеченно рассуждать, в чем смысл жизни? Ведь это очень сложный вопрос. И, наверное, 100 человек будут говорить, и каждый видеть смысл жизни в разном. Наверное, каждый из нас стремится, чтобы что-то сделать полезное. Но от этого никуда не денешься, знаете, какой бы человек ни был. В чем смысл жизни? Конечно, самое интересное время у человека – это когда дети маленькие начинают подрастать. Вот это самая интересная пора. А когда ребята уже начинают покидать родительское гнездо, оно очень тяжелое время. В общем-то, душа разрывается и со старшей, и со средней, и с младшей. И каждый день думаешь, как они там, что они там, как у них дела. Иногда просто искусственно отгоняешь тяжелые мысли, но все равно ведь, хоть и отгоняешь, они все равно не сегодня, так завтра приходят, так сказать, в голову, и начинаешь думать. Разрыв 3, я меч 1. Поселок Чульман. Южно-Якутская комплексная экспедиция. Поиск и разведка на уголь, железо, следу, строительные материалы. Буровые, геофизические горные работы на таежной тундровой территории, равной 4 Франциям. Каково состояние проходки пластов по скважине? Понедельник ориентировочный прием. Хорошо, все перебурили качественно. Хорошо, каратаж провели? Готовитесь. Ну что же, всего доброго. А вообще я люблю, когда много работы, когда нету свободного времени, потому что тогда чувствуешь действительно, что ты что-то делаешь нужное, полезное. А когда вот нету этого вала, который катит на тебя, чувствуешь себя опустошенным, даже ненужным. От таких чувств нелегко. Николай Маркович, 280 часов на переборку пластов. Если здесь геолог не будет присутствовать, то знаете, к чему это может быть. Ну вот я считаю, что на каждую буровую дополнительно нужно еще по 1 человеку. Даже ненужным. От таких чувств нелегко.
Николай Маркович, 280 часов на перегорку пластов. Если здесь геолог не будет присутствовать, то знаете, к чему это может быть. Ну вот я считаю, что на каждую буровую дополнительно нужно еще по одному человеку. Ну, значит, так и надо делать, оперативные меры принимать. И, пожалуйста, держите нас в курсе всех этих событий и дел. Какой период у него неработоспособности и прогулов? Ну, прогулов хватает. На работе он не был с 1, короче говоря, с 1 января. Юрий Павлович, значит, с него надо взять объяснительное. Так, вы подадите рапорт в отдел кадров с моей визы о понижении его в должности сроком на 3 месяца на должность техника-геолога. Другого, более легкого, так сказать, наказания, более легких административных взысканий мы не можем ему дать, потому что человек заслужил довольно суровое наказание. И предупредить необходимо его. И, пожалуйста, подошлите его ко мне в один из последних из дней. Я хочу с ним все-таки встретиться и поговорить. Конечно, достигнуть того идеального, так сказать, облика руководителя, и строгий, и справедливый, и мягкий, редко кому удается. Мое, что ли, кредо? Я сразу ставлю себя на место этого человека, которому нужно высказать очень, может быть, в резкой форме свое отношение. Вот у меня в душе целый клубок эмоций, что ли, а иногда я не могу это выразить, просто передать словами, выразить как-то это вот внешне, что ли, проявить. Не могу. У меня там в сердце все это. Очень сложно сочетать работу геологическую с домашними заботами и в личной жизни, дефицит в счастье. Отец был в поле, я часто бывала в командировках. Оставишь их, уезжаешь. Ну, по 3, по 4 дня иногда нас не бывало. Они, так сказать, тут сами. Сейчас только это я осознала, что я, наверное, им казалась очень строгой. Потому что я же говорю, что у меня не хватало времени на ласки, на ласку. Редко, наверное, бывали минуты, когда я с ними, так сказать, разговаривала так вот расслабленно, что ли, раскованно. Чаще это было так. Быстро-быстро проверка уроков, быстро-быстро, значит, стирка там, глажка, когда они были маленькие. Ну, хотелось, чтобы они ходили и в школу чистенькие, и в садик, когда были поменьше. Даже физических сил иногда не хватало. Мне кажется, что никогда нельзя распускаться, расслабляться. Надо держаться как-то, честное слово, вот в форме, что ли. Разнюнишься чуть-чуть. Ну, просто удивительно. Потом сам себя не узнаешь. Поэтому надо держать всегда вот так вот в кулаке себя. Нерюнгринский угольный бассейн. Ядро Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса. Миллиарды тонн коксующегося угля. Открытие и разработка месторождения вызвали к жизни железную дорогу Малый Бам, новые города, крупные международные контракты. А в начале всего подвижнический труд геологов. Это было в марте 1976 года.
Сообщают из Министерства геологии. Поздравляют с присвоением звания Героя социалистического труда. Я раз перечитала, до меня еще не дошло. Второй раз перечитала, а потом у меня руки, ноги задрожали, и я, так сказать, совершенно обессилила. Вынуждена была отойти и сесть в кресло. Ну, настолько это было неожиданно для меня. Для меня, потому что я работала, ну, не для, так сказать, я вот красного словца говорю, работала, потому что надо было работать. Не ради наград, не ради каких-то высоких званий. И, конечно, вот эта вот телеграмма, она буквально меня ошеломила. Ошеломила. Конечно, я в разведку этого месторождения вложила всю свою душу, всю абсолютно. И будем говорить прямо, что это была лебединая песня моя. Как здоровье-то? Ты же Да, в больнице лежал. 3 месяца тянул. Ну ничего, оклемался немного. Да мало-мало оклемался. И давление, и инфаркт, и черт знает, что только там. Там понаписали. Почти дурак. Это что? Вот, прочитай-ка, если поймешь что-нибудь удобно. Ишемическая болезнь. У меня есть, и у Николая Павловича есть. Ага, динамическое нарушение мозгового кровообращения. Ну, видишь. Тоже имеется у нас уже. Так надо это... Адольф Тимофеевич, бросать. знаешь что, задвинь-ка ты эту бумагу куда-нибудь подальше. А так я спрячу куда-нибудь. А вы с какого года? Правда, неудобно раньше С тобой, да? с одного. Ну, да. Так и что хочешь работать? Да, почему я Бросай, и говорю. Сергеевна, бросай. Ну... Нет. Действительно, я часто думаю, что скоро надо уходить на заслуженный отдых, как у нас выражаются. И думаю о том, что же со мной будет. Я еще не привыкла к этой мысли, хотя я немного готовлюсь к этому. Я задумываюсь и думаю, что я была как лошадь скаковая, которая скакала, так сказать, на всех парах, и вдруг остановилась. Ну, просто, наверное, уже мы настолько привыкли к работе, что без работы я, наверное, не смогу жить. И вот сейчас вспоминаю, как это все можно было делать, успевать. Да ведь еще дров надо наколоть, напилить надо, наколоть надо. Привезут воду в водовозке, надо все это натаскать в бочку, там на 3 дня, на 4 дня. Не знаю, откуда брались силы. Откуда они брались, не знаю. Мне, честно говоря, иногда приятно вспомнить. Не в смысле вот тяжелую обстановку, а просто вот дома как было. Ну, какой-то такой запах, какое-то, в общем, необыкновенное чувство вот сейчас возникает, когда я вспоминаю все это. Работа геолога – это прежде всего, это работа совести, что ли. Конечно, по незнанию, а иногда, может быть, и по обстоятельствам геолог интерпретирует полученные результаты работ не совсем верно. Геологам, которые недобросовестные, нечистые сами с собой, делать, конечно, в геологии нечего. Понимаете, ни одного геолога, наверное, не найдется, который бы не мечтал открыть месторождение. И вот это вот желание, мечта, что ли, в общем-то, и двигает работой геолога.
Конечно, ищешь, решаешь одни задачи, только решил, возникают какие-то другие задачи. И так без конца. Это, по-моему, сплошная цепь задач, поисков. Но без этого я вообще не представляю, конечно, ни жизни, ни работы. Если не видеть впереди себя цель, то какая же это жизнь? Я думаю, что, как для каждого мужчины, это очень трудно, конечно, когда жена без конца в поездках, участвует в совещаниях. Конечно, это, наверное, очень сложно и психологически, и чисто в бытовом отношении, потому что очень часто мне приходилось уезжать. Все-таки семья – это прежде всего ну, устроенный быт, что ли, как мы сейчас привыкли понимать, чего у нас, к сожалению, не было в полном смысле этого слова. Потому что ему очень часто приходилось готовить обеды и ужины, когда он бывал тоже свободен от полевых работ для семьи, для девочек. И поэтому я думаю, что он не всегда относился к этому с восторгом. Ну, а в основном, конечно, он относился с пониманием. И я думаю, что если бы он относился иначе, то вот тех, ну, будем говорить, что ли, успехов, которые я имею сегодня, я думаю, что их просто-напросто не было бы. Раньше он работал прорабом горных работ, но сейчас он работает в партиях, расположенных не столь далеко. Сейчас он часто бывает дома. Конечно, природа удивительно устроена. Когда ты молод, полон сил, здоровья, ты вот не видишь конца жизни. Конечно, над смыслом жизни постоянно думаешь. Трудовой путь уже находится на финише, и возникает задача. Что делать дальше? Ну, я думаю, что жизнь, наверное, подскажет. Там внук родился, его надо ставить на ноги. Тут молодая семья образовалась. У младшей тоже, наверное, возникнут проблемы. Поселок Чульман. 7 апреля 1985 года. День геолога. Киногруппа привезла в дом Каримовых праздничные поздравления от дочерей.